12 площадок для реализации 12 нацпроектов. Впервые в истории Ингушетии и СКФО в Магасе прошел форум «Национальные проекты». Со всеми воинскими почестями на малую родину в Малгобеке найдены останки участника Великой Отечественной Михаила Пышкина. Рамадан творит чудеса в соцсетях, набирает популярность флешмоб «Месяц чистых дел». На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Впервые в истории Ингушетии и СКФО сегодня в Магасе состоялся республиканский форум «Национальные проекты. Вектор социально-экономическое развитие Ингушетии». В мероприятии приняли участие весь состав республиканского правительства, главы муниципальных образований, представители малого и среднего бизнеса, политических партий и молодежь. На форуме были открыты 12 площадок круглых столов по числу нацпроектов. Репортаж Амины Боковой. Национальные проекты – вектор социально-экономического развития Ингушетии. Именно под таким названием стартует первый в СКФО – республиканский форум, где поднимаются вопросы развития нацпроектов в регионе. Здравоохранение, образование, культура, спорт. Каждый из участников сегодня настроен получить максимум информации о нацпроектах и внести свою непосредственную лепту в их реализации по своим направлениям. С приветственным словом в адрес участников форума обратился председатель правительства Зелимхан Евлоев. Премьер напомнил, главную задачу нацпроектов обозначил президент страны Владимир Путин. Это должны быть реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. По словам премьер-министра, каждая цифра, каждый новый объект в рамках нацпроекта будет иметь ярко выраженный социальный эффект и окажет прямое влияние на качество жизни граждан страны. Стратегические цели развития страны и регионов обозначены в указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года позволяет регионам сконцентрироваться на решении первостепенных задач в самых разных сферах социально-экономического развития территорий, от демографии до развития инфраструктуры. Мы приступаем к решению задач, обозначенных главой государства. В этой связи очень важно, какой старт мы возьмем, как мы организуем работу по реализации национальных проектов, в том числе и на местах. Обращаем внимание находящихся здесь руководителей муниципалитетов. Глава каждого муниципального образования должен быть максимально вовлечен в этот процесс. Знать, какой объект, в каком году, на какой территории будет строиться. Ведь нацпроекты касаются каждого села и города, каждой семьи. Спикеры и модераторы форума – компания «Эврика», которая работает с госорганами в проведении госсоветов и форумов по нацпроектам. Команда уже проводила масштабные мероприятия по всей стране. В их числе 22-е Олимпийские зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Активисты рассказывают о значимости форума и какого итога нужно добиваться. Участникам предлагают пройти различные тесты, которые выявят их активность. Это необычный формат, где есть возможность каждому высказаться, обсудить, что мешает реализации каждого из нацпроектов, чего не хватает, что можно улучшить. Далее участников ждут 12 круглых столов, столько же, сколько и нацпроектов. На каждом необходимо провести полный анализ реализуемых в республике проектов, а также предложить свои варианты видения в их развитии. Лучшие из предложений будут впоследствии направлены в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева. За каждым столом жаркие дискуссии. Именно так рождаются новые идеи. Форум проходит в режиме интерактива. На удивление, все присутствующие заинтересованность проявляют и креативны. Мы предложили достаточно, порядка 7 или 8 идей, из которых 2 как минимум не требуют финансовых вложений. Одна из них может работать по всей стране. Если она пройдет, мне кажется, просто для того, чтобы эту идею освоить, нужны специалисты. Почему? Потому что не все сразу понимают. Мы говорим об онлайн-фестивале. То есть сегодня это в контексте цифровой культуры, сегодня есть есть виртуальный концерт.